Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Шакалы вытаскивают из могил и поедают покойников. На юге Кыргызстана бесконтрольный рост популяции хищников привел к жутким последствиям. Больше всего нас беспокоит, что шакалы раскапывают свежие могилы и поедают трупы покойников. В Алмате на улице опять вышли толпы ипотечников, которые не могут расплатиться с кредитами за жилье. Власти на этот раз проявили чудеса выдержки и никого не тронули. Честно говорю, что я уже доведена до отчаяния, вплоть до того, что я им сказала, что я акт самосожжения устроим вот здесь вот прямо. 80 убитых, сотни раненых. Самолеты США и Австралии разбомбили позиции армии Асада в окруженном ИГИЛ городе Дейр-эз-Зор. И сами того не желая, помогли боевикам захватить стратегический аэродром. Что данный инцидент с большими человеческими жертвами стал возможен ввиду незнания обстановки командованием коалиции. Из-за одного авиаудара по сирийским военным, нанесенного по ошибке. Удара, который мы сразу признали и начали расследование. Все те же лица. В российский парламент попали исключительно лояльные Владимиру Путину партии. Несистемная оппозиция потерпела сокрушительное поражение. Не нужно умалять значение той цифры, которую мы имеем. Ее нельзя назвать низкой. В подавляющем большинстве европейских стран явка гораздо ниже. Пришельцы высадили десант в Грузии. Жители двух высокогорных сел утверждают, что за последние несколько дней видели десятки инопланетян. Среди них чупакабра в рясе. Я вышла из дома вечером и вдруг натолкнулась на некое существо в черном, будто в рясе, с каким-то нечеловеческим вытянутым лицом и красными блестящими глазами. Источники агентства Рейтер сообщают о 80 погибших и сотнях раненых солдат сирийской правительственной армии после авиаудара ВВС США и Австралии по городу Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Авиаударами немедленно воспользовались боевики ИГИЛ и захватили целый ряд стратегических позиций в Дейр-эз-Зоре. Отбивая эти позиции, армия Асада понесла еще большие потери. 4 удара ВВС Международной антитеррористической коалиции полностью расстроили оборону, сражающейся в окружении группировки правительственной армии Сирии. В результате боевикам удалось почти беспрепятственно захватить военный аэродром Дейр-эз-Зора, по которому в течение года осуществляло снабжение окруженного боевиками города. По разным данным, в Дейр-эз-Зоре находится от 100 до 150 тысяч человек, и все попытки прорвать блокадное кольцо успехов не имели. Снабжение и военных, и населения осуществляла российская авиация. Грузы сбрасывались на парашютах на взлетную полосу военного аэродрома. Теперь, после установления боевиками ИГИЛ контроля над аэродромом, жителей города, скорее всего, ждет голод. А в случае падения Дейр-эз-Зора – жестокая расправа, как уже было, когда боевикам удалось ворваться в жилые кварталы. Премьер-министр Австралии уже извинился за неудачный авиаудар перед властями Сирии. Мы сожалеем по поводу гибели и ранений сирийских военных. Как только мы узнали от русских, что объектом для удара наших ВВС оказались сирийские правительственные войска, операция была прервана. Но настоящая пикировка после ошибочных авиаударов по сирийским войскам началась между Россией и США. Российский МИД обвинил американскую сторону в согласованных действиях с боевиками ИГИЛ. Российское военное командование было не столь однозначно. В Генштабе считают, что американцы не владеют информацией о ситуации в Сирии. Полагаем, что данный инцидент с большими человеческими жертвами стал возможен ввиду незнания обстановки командованием коалиции и нежеланием американской стороны координировать с Россией свои действия по противодействию террористическим группировкам на территории Сирии. Также крайнюю оценку авиаудара высказал сирийский представитель в ООН. Это противоречит российско-американскому соглашению. Получается, что американцы не хотят, чтобы сохранялся режим прекращения огня. Поэтому вчера они бомбили Дейр-эз-Зор, и после этого разбомбленные территории захватили террористы из ИГИЛ. Госдепартамент США через Россию попытался извиниться перед Сирией. Однако в ООН представители России и Америки устроили настоящую перепалку и одновременно покинули заседание Совета Безопасности, который собрался специально по этому поводу.
Проведя авиаудары, США нарушили по меньшей мере 2 соглашения. Первое — о прекращении огня, которое мы совместно достигли в феврале, и затем еще раз несколько дней назад. И второе — обещание, которое США дали правительству Сирии, когда начинали свою кампанию 2 года назад. Как считает представитель Соединенных Штатов в ООН Саманта Пауэр, извинений было вполне достаточно, а Россия специально использует ситуацию, чтобы набрать политические очки. Из-за одного авиаудара по сирийским военным, нанесенного по ошибке, удара, который мы сразу признали и начали расследование. Ничего из этого режим Асада и Россия не делали после бомбардировок мирного населения Сирии. И вдруг именно сейчас Россия решает созвать Совет Безопасности, чтобы выразить свое возмущение. Представьте, как часто пришлось бы созывать Совбез, если бы мы собирались каждый раз, когда Асад и Россия наносили удар по школе, больнице или гуманитарному конвою. Тем временем новую операцию против ИГИЛ развернула на севере Сирии Турция. Ее артиллерия и авиация наносят непрерывные удары по 5 населенным пунктам, расположенным неподалеку от турецкой границы, где, как считают турки, засели боевики ИГИЛ. Хотя точной информации на этот счет пока нет. Вы видите кадры, которые распространяет Рейтер. Вслед за артподготовкой турецкой армии на позиции ИГИЛ наступают части протурецкой сирийской свободной армии. Между тем, в ИГИЛ взяли ответственность за террористическое нападение в одном из торговых центров в американском штате Миннесота. В городе Сент-Клауд мужчина с ножом ранил 9 посетителей. Мы расследуем этот инцидент как возможный акт терроризма. У нас пока недостаточно улик, чтобы сказать наверняка. Мы еще не установили, был ли нападавший связан с международными террористическими организациями. По данным ФБР, подозреваемый был одет в форму охранника. Перед нападением он спросил, есть ли среди посетителей мусульмане. Мужчину застрелил офицер полиции, находившийся в торговом центре по личным делам. Также американские власти обнародовали имя человека, который в тот же день устроил взрыв в центре Нью-Йорка на Манхэттене, в результате которого были ранены 29 человек. Это некий Ахмад Хан Рахами. Он же может быть причастен к взрыву в штате Нью-Джерси перед началом благотворительного марафона. По данным полиции, скорее всего, это были самодельные бомбы, сделанные из скороварки. В самом центре Манхэттена, в районе Челси, вечером в субботу произошел взрыв. По данным местных властей, бомба была заложена в мусорном баке возле здания, в котором располагается Центр социальных услуг для слепых. В результате взрыва никто не погиб, говорит комиссар пожарной охраны Нью-Йорка Даниэль Нигро. 29 человек получили ранения, одно из них оценивается как тяжелое. 24 пострадавших были госпитализированы с различными ссадинами, царапинами от осколков стекла и металла. По счастью, угрозы для жизни они не представляют. Лишь у одного человека тяжелая колотая рана. В момент инцидента Дебра Гриффит находилась в паре кварталов от места взрыва. По ее словам, по улице бежали люди. Многие из них были в состоянии шока и кашляли. Я видела большой шар, как будто вулкан. У него был красный центр, а вокруг большое белое облако. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что следователи полностью исключили версию о взрыве бытового газа. По его словам, бомба, скорее всего, была самодельной. При этом угроз от каких-либо экстремистских организаций администрация города не получала. Я хочу сразу же заявить, пока что нет никаких указаний на то, что взрыв связан с террористами. Это предварительная информация, и расследование продолжается. В то же время, по словам де Блазио, все указывает на то, что взрыв был преднамеренным. Позже полицейские, осматривавшие район, обнаружили второе возможное взрывное устройство, которое эксперты увезли в специальном контейнере. Оно выглядело как скороварка с присоединенными к ней проводами и мобильным телефоном. В другом городе Нью-Джерси, городе Элизабет, в мусорном баке недалеко от железнодорожного вокзала был найден рюкзак, внутри которого находились 5 самодельных взрывных устройств. Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрывы в Нью-Йорке и Нью-Джерси. В Кыргызстане жители Карасууйского района Ошской области взяли в осаду шакалы. Животные нападают на людей, хозяйничают на кладбище, раскапывая могилы. Власти обещают прислать охотников, а пока сельчанам приходится бороться с голодными хищниками своими силами. Жители села Мамажан в последнее время боятся выходить на улицу по вечерам, а дети даже перестали ходить в школу пешком. Шакалы в районе села стали вести себя очень агрессивно. Нападают на людей, даже разрывают могилы и поедают трупы.
Каждый день они воют по ночам у дома. Старшие сказали, чтобы мы из соображений безопасности не ходили в школу пешком, а добирались туда только на маршрутках. Шакалов в деревне развелось очень много. Они даже укусили одного мужчину за ногу, гнались за ним. Местные власти подтверждают жуткие рассказы сельчан о том, что шакалы хозяйничают на сельском кладбище и разрывают окрестные скотомогильники. Это чревато возникновением эпидемий. Больше всего нас беспокоит, что шакалы раскапывают свежие могилы и поедают трупы покойников, а кости разбрасывают повсюду. В курсе разрастающейся проблемы и в областном центре, но пока оперативно помочь сельчанам там не в силах. Мы заключили соглашение с Департаментом охоты. В течение 1-2 дней решится вопрос о финансировании, и охотники начнут отстрел шакалов. Охотники говорят, что шакалы очень хитрые животные, поэтому ликвидировать их бывает очень сложно. Жалобы о том, что районные власти ничего не предпринимают, это неправда. Мы тоже обеспокоены сложившейся ситуацией. Вот, готовимся, начнем принимать какие-то меры. В селе Мамажан живет около 3000 человек, и пока тянется бюрократическая волокита, сельчане сами пытаются избавиться от нашествия шакалов. Я уже поймал 2. Один попался в ловушку, второй в капкан. Видимо, шакалы настолько голодны, что съели своих попавшихся собратьев. Как бы там ни было, шакалов в округе все равно достаточно много. По закону за каждого убитого шакала государство уплачивает охотнику по 2000 сомов. Это около 30 американских долларов. Однако жителей села Мамаджан волнуют не столько деньги, сколько безопасность их детей. В Алма-Ате более 50 проблемных заемщиков провели новые массовые пикеты возле представительств коммерческих банков. Требования все те же – пересмотреть условия займов согласно государственной программы по рефинансированию. В этот раз все происходило без полицейских задержаний. Как только протестующие подходили к офису очередного банка, им навстречу сразу же выходило руководство и приглашало перейти от протеста к столу переговоров. Дмитрий Беляков с подробностями. Уважаемые, внимание! Меня зовут Рита Ерманова, да, вы уже знаете. Вы сейчас нарушаете закон. Пожалуйста, соберите плакаты. Несколько десятков проблемных заемщиков провели пикеты у офисов коммерческих банков в центре Алма-Аты. Ипотечники требуют пересмотреть условия индивидуальных договоров. За проведением акции внимательно наблюдали силовики и представители акимата. Неподалеку дежурил СОБР, а прохожие алматинцы интересовались, что это за столпотворение в центре города. Да, они просто издеваются над людьми. Дурят. Деньги уже раскидали по своим. Снизить процентную ставку и продлить сроки выплат в соответствии с государственной программой рефинансирования ипотечники требуют не в первый раз. Многие из собравшихся живут с проблемным кредитом более 5 лет. Все они сдали заявление в банке еще в прошлом году, но пока не дождались новых графиков выплат. Мы требуем всего лишь-то в рамках государственной программы. Высшие там что-то сверхъестественное, от них мы никогда не требовали и не требуем. Как про нас пишут Национальный банк, как про нас пишут банки второго уровня, о том, что мы требуем списания полного объема. Такого никогда не было и не будет. Так как люди брали, платить должны. Согласно госпрограмме, представители социально уязвимых слоев населения имеют право на пересмотр условий займа под 1% годовых, сроком на 5 лет. Многие коммерческие банки уже освоили выделенные государством средства и теперь планируют продолжить рефинансирование с 1 декабря за счет погашенных займов. Национальным банком разработаны изменения в государственную программу, где всем банкам второго уровня будет разрешено продолжить рефинансирование. Те банки, которые уже освоили свои денежные средства, уже из выгашаемых денежных средств. Поэтому сейчас у нас в банке создается очередность. Все заявления заемщиков рассматриваются. У нас есть соответствующие графики. Данные заемщики все будут рефинансированы, могут не беспокоиться. Однако не все проблемные заемщики подходят под условия госпрограммы, и их вопрос висит в воздухе. Мадина Аль-Хабул – залогодатель. Доверившись своей снохе, она согласилась поставить свое единственное жилье в залог. Родственница уехала за границу с деньгами, а Мадина отбивается от судебных исполнителей. В душе я не верю, что они пойдут мне навстречу, честно, потому что уже сколько раз было обещано, то, что мы что-нибудь придумаем, там, мы что-нибудь сделаем. Просто если они у меня отнимут квартиру, у меня сын, сноха, 2 детей, у них 3-2 года. Если нам просто взять за руки, выйти на улицу, и я ее
честно говорю, что я уже доведена до отчаяния, вплоть до того, что я им сказала, что я акт самосожжения устроим вот здесь вот прям. Или в своей квартире закроюсь и взорву ее к чертям, простите. В результате массовой акции достигнута договоренность по 13 заемщикам. Еще нескольким представители банков пообещали встретиться в индивидуальном порядке. На программу рефинансирования ипотечных жилищных займов было выделено 130 миллиардов тенге. Это более 370 миллионов долларов США. Крайней точкой освоения средств Национальный банк определил 1 декабря текущего года. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. Далее в программе. Все те же лица в российский парламент попали исключительно лояльные Владимиру Путину партии. Несистемная оппозиция потерпела сокрушительное поражение. Не нужно умалять значение той цифры, которую мы имеем. Ее нельзя назвать низкой. В подавляющем большинстве европейских стран явка гораздо ниже. Пришельцы высадили десант в Грузии. Жители двух высокогорных сел утверждают, что за последние несколько дней видели десятки инопланетян. Среди них чупакабра в рясе. Я вышла из дома вечером и вдруг натолкнулась на некое существо в черном, будто в рясе, с каким-то нечеловеческим вытянутым лицом и красными блестящими глазами. В России состоялись выборы в Государственную Думу 7-го созыва. По итогам голосования в Нижнюю палату парламента смогли пройти лишь 4 партии – «Единая Россия», «Коммунисты», ЛДПР и «Справедливая Россия». 343 места в Думе, по предварительным данным, получила «Единая Россия». Это более 70%, то есть конституционное большинство. Оно позволяет единороссам принять любой закон или поменять Конституцию, не обращая внимания на мнение других партий. На втором месте коммунисты. Они набрали 13,5% голосов. Всего на 0,5% от КПРФ отстает ЛДПР, а у «Справедливой России» чуть больше 6%. Для сравнения, после выборов 2011 года у «Единой России» было почти на 100 мандатов меньше. Новая Нижняя палата Госдумы уже получила название Думы меньшинства, так как на выборы пришли меньше половины зарегистрированных избирателей. Это самая низкая явка в истории Российской Федерации. На выборы в Думу первого созыва пришли почти 55% избирателей, а на прошлых парламентских выборах явка по стране составила около 60%. В Кремле, однако, низкой явку не считают. По мнению пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, явка отражает ту пропорцию населения, которая участвует в политическом процессе. Не нужно умалять значение той цифры, которую мы имеем. Ее нельзя назвать низкой. В подавляющем большинстве европейских стран явка гораздо ниже. Нынешнее голосование – это первые крупные выборы для новой главы Центризбиркома России Эллы Памфиловой, которая обещала обеспечить максимальную их прозрачность. Председатель ЦИК утром в понедельник сообщила о том, что выборы признаны недействительными всего на 2 избирательных участках – в Ростовской и Нижегородской областях. Еще несколько участков ждут решения избиркомов. О нарушениях на выборах сообщила и ОБСЕ. Глава ее парламентской ассамблеи Илка Канерва заявил, что выборы прошли с многочисленными нарушениями и не предложили избирателям реальной политической альтернативы. В то же время он отметил, что уровень прозрачности на российских выборах действительно повысился, хотя общая картина демонстрирует множество проблем. Наши коллеги собрали видеозаписи с наиболее вопиющими нарушениями, зафиксированными камерами видеонаблюдения на избирательных участках. В Ростовской области возбудили уголовное дело против секретаря участковой избирательной комиссии, сообщают в ЦИК. На видео видно, как женщина вбрасывает бюллетени в урну. Похожая история и в Нижегородской области, где вброс организовывали члены избиркома. А в Самарской области полиция проводит проверку. Там на вброс бюллетеней пожаловались оппозиционные депутаты. Жалобы от оппозиции поступали и в Алтайском крае. Там, по словам кандидата от партии «Яблоко» Владимира Рыжкова, готовилась карусель. В ЦИК информацию обещали проверить и жестко отреагировать, если она подтвердится. На одном из избирательных участков в Дагестане наблюдатели засняли, как выключается свет, пока комиссия достает бюллетени из урны. Когда свет включается снова, бюллетеней на столе уже гораздо больше. Жители сразу нескольких сел на востоке Грузии утверждают, что их посетили пришельцы, некие существа, похожие на людей, но таковыми не являющиеся. По словам очевидцев, эти существа не агрессивны, но тем не менее среди населения растет чувство страха, как и число заявлений в полицию.
Пенсионерка Нина никак не может оправиться от страха. 3 дня назад она воочию увидела существо, которое уже несколько месяцев пугает жителей ее села. Нечто, по словам Нины, сидело у нее во дворе, вот под этим деревом. Я вышла из дома вечером и вдруг натолкнулась на некое существо в черном, будто в рясе, с каким-то нечеловеческим вытянутым лицом и красными блестящими глазами. Я словно застыла. Мы некоторое время глядели прямо друг на друга. Потом он убежал в сторону соседнего двора. Ничего плохого мне не сделал. Только в одном селе Кода таких свидетельств десятки. Напуганные люди утверждают, что существ несколько. Чаще всего они описывают некое создание, облаченное в черную рясу и с бородой, которая начинается прямо под глазами. Еще якобы здесь видели фигуры с треугольными и вытянутыми головами в белых одеждах. Однако далеко не все очевидцы верят в иноземное происхождение существ, нарушивших размеренность сельской жизни. Я услышал шум, будто выстрел. Кто-то швырнул огромный булыжник на крышу гаража. На следующее утро я увидел во дворе большие следы, примерно 46-го размера. Житель села Кумиси Ролан вспоминает случай, который произошел еще в июле. Сельчане разглядели в этом происки существа, однако сам Ролан так не считает. Это человек, не иначе. Ну, не верю я, что это могут быть какие-то инопланетяне или полтергейст. Думаю, тут действует какая-то группа подготовленных людей. Но для чего они это все делают, не знаю. Однако специалисты к подобным случаям относятся серьезно. Грузинский уфолог Эрекли Шония почти ежедневно бывает в этих селах и внимательно выслушивает показания очевидцев. В пользу версии об иноземном происхождении существ высказывается и пенсионер Васил Майсурадзе, занимавший в 80-е годы прошлого века должность заместителя главы местного отделения милиции. Действительно, когда я работал в милиции, были свидетельства о контактах между людьми и инопланетянами. Якобы недалеко от этого места приземлилась тарелка, откуда вышли некие высокие существа в комбинезонах. Их заметили крестьяне, они и обратились в милицию. На том месте следователи обнаружили что-то вроде бензина, но самих инопланетян не видели. В советские годы такая информация не разглашалась. А это та самая жидкость непонятного происхождения, обнаруженная на месте, где якобы приземлился тот самый НЛО. По словам Эрекли Шония, аномальная активность, подобно нынешней, в регионе Квемо-Картли наблюдалась и в 90-е годы, однако жалоб со стороны местных жителей было гораздо меньше. Мы пытаемся в этом регионе Квемо-Картли максимально много информации и деталей собрать, чтобы общую картину как-то обогатить и знать, чтобы если это, скажем, продолжится и на территории, скажем, больших городов Грузии и Кавказа, да, знать, как действовать, что делать, дают рекомендации как силовым органам, так и населению. Шония со всей серьезностью советует тем людям, которые уверены, что повстречали нечто внеземное, не проявлять к ним агрессию. Лучше всего обратиться в полицию. Хотя в самих органах правопорядка пока затрудняются найти объяснение тому, с чем приходится сталкиваться жителям региона Квемо-Картли. И тем не менее сотрудники полиции проявляют бдительность и периодически встречаются с местными жителями. Звят Мчедлишвили, Давид Симонишвили, регион Квемо-Картли, Грузия, специально для настоящего времени. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.